В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Елена Хамхоева. Здравствуйте. Использование пальмового масла надо запретить во всех детских продуктах, а в остальных ограничить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Надо запрещать пальмовое масло во всех детских продуктах, а по остальным ограничивать и выносить это на обсуждение, чтобы было открыто, прозрачно и понятно для всех. Потому что сейчас никто не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества. Там линейка даже по качеству огромная. Есть то, что вредно, нельзя, отметил Володин. В сентябре Госдума направила в правительство законопроект, который предлагает запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания в организованных коллективах. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ, глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Они отметили, что в действующем законодательстве нет прямого запрета на использование пальмового масла в продуктах детского питания. По словам авторов инициатив, данное ограничение необходимо для исключения из детского рациона продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов, которые могут негативно влиять на их здоровье, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний. Минимальный размер оплаты труда в России продолжает расти темпами, опережающими инфляцию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии в правительстве. В текущем году МРОТ уже прибавил свыше 16%, а со следующего года увеличится более чем на 20%, до 27 тысяч рублей. По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию, подчеркнул глава Кабмина. Также со следующего года вырастет единое пособие для семей с детьми на 6%, до 18 371 рубля. Мишустин подчеркнул, что к 2030 году уровень бедности в стране должен опуститься ниже 7%. Ради этого правительство увеличило финансирование нацпроекта «Семья». Кроме того, зарплаты в реальном выражении в России по итогам 7 месяцев текущего года выросли на 4,5%. Тем временем уровень безработицы по итогам августа составила 2,1%, добавил Мишустин. Также он анонсировал повышение оплаты труда 24 сентября. Он напомнил, что МРОТ необходим для расчета отпускных, больничных и связанных с этим пособий. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум в стране, подчеркнул он. Размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 рубля в месяц. Согласно указу президента России Владимира Путина, в национальных целях развития России к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей. Министерство финансов России может вернуться к проработке вопроса о повышении налога на роскошь, но не в текущем финансовом году, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме. По словам министра, финансовые власти страны приняли все решения по НДФЛ верхнего предела в прошлом году, и возвращаться к этому вопросу сейчас было бы неправильно. Это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом году, не в этом финансовом году, сказал Силуанов. Он пояснил, что повышение налога на роскошь больших денег не даст. Минфин, по словам главы ведомства, сосредоточился пока на увеличении косвенных налогов и на сокращении теневого сектора, соответственно, повышение отдачи от этой части экономики. Минэкономразвития России рассмотрит формы федеральной поддержки перезапуска завода по производству светодиодных ламп в Ингушетии, простающего на протяжении нескольких лет из-за отсутствия сбыта и тяжелого финансового положения, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Сергей Макарович посетил несколько производственных площадок, в том числе технопарк Сердало в Малгобеке. Сегодня предприятие простаивает, но имеет серьезный потенциал. Замминистра отметил, что на рынке есть спрос на его продукцию и пообещал рассмотреть формы федеральной поддержки. Написал Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале после встречи с Назаровым в Магасе. По словам руководителя региона, замминистра также обсуждались ключевые направления развития республики: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, ЖКХ и реализацию совместных федеральных проектов. Отдельное внимание уделялось инвестициям, поддержке предпринимателей и созданию устойчивой экономической модели. Напомним, 11 октября с рабочим визитом Ингушетию посетил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Подробнее далее в интервью. Сегодня у нас в гостях Исрапил Гиреев, министр экономического развития Республики Ингушетия. Приветствую вас в студии нашей программы. Исрапил Мусаевич, расскажите нам вообще, что из себя включала
рабочая поездка Сергея Назарова в этом году в Республике Ингушетия? В текущем году, буквально совсем недавно, нашу республику посетил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Макарович Назаров. Также вместе с ним были и руководители департаментов Министерства экономического развития Российской Федерации. Эта рабочая группа прибыла в Республику Ингушетия, у них был однодневный визит. И, как вы уже сказали, да, можно разбить на 4 блока. Первое, с чего началась рабочая поездка Сергея Макаровича, это посещение одного из простаивающих предприятий нашего региона. Это светодиодный завод, завод по производству светодиодного оборудования в городе Малгобек. Ну, все мы его знаем под названием Сердало. Второй блок его посещения, это тоже очень важное для нашего региона мероприятие. Состоялась бизнес-встреча с нашими предприятиями, с нашим бизнес-сообществом на базе IT-академии школы 21 в городе Магаз. Третий блок его поездки – это прошло совещание расширенное с участием главы Республики Ингушетия, с участием профильных министерств, ведомств, ресурсоснабжающих организаций нашего региона, где обсуждались вопросы устойчивого развития, социально-экономического развития нашего региона, и в том числе обсуждался вопрос по пилотной программе, в которой участвует наш регион, в числе 3 субъектов СКФО по субсидированию услуг по водоснабжению населения. И 4-й блок, и можно так сказать, это встреча Сергея Макаровича с жителями сельского поселения Кантышева и Далакова. К какому заключению пришли после посещения этого завода? Ну, по посещению этого предприятия по производству светодиодного оборудования в городе Малгобек, он визуально осмотрел само предприятие, дал высокую оценку возможностям этого предприятия. Дело в том, что у нас оно сегодня простаивает, так как нужны оборотные средства, чтобы их реанимировать, это предприятие. Нужно немного сделать финансовое вложение для того, чтобы это предприятие заработало. Также важно, чтобы персонал, который в дальнейшем будет трудиться на этом предприятии, то есть уже заранее нужно заниматься подбором кадров, там специфическое оборудование. Вот там, да. это, конечно, проблема будет, да, с подбором кадров? Ну, да, есть узких специалистов. Узкая специализация, она всегда востребована, и все-таки как-то придется этот вопрос решать. Но в целом мы им, как регион, предложили ему свои пути решения по реанимированию данного предприятия. Более расширенную информацию мы еще в качестве предложения направим официально. Ну, все предложения он посчитал приемлемыми для нашего региона. Одно из предложений – это развитие данного предприятия как технопарк, на базе которого можно собрать уже определенное количество резидентов, которые будут трудиться, и все будут взаимосвязаны, работать в одной цепочке, в одном как бы... Промышленная трансформация получается, да? Да. Давайте вернемся в недалекое прошлое. Конкретно в прошлом году замминистра тоже посетил нашу республику. Тогда он посетил сборочный цех, который был запущен в 2022 году. И там на встрече прозвучало предложение построить завод. То есть, получается, это в прошлом году вы его еще называли таким прорывным инвестпроектом. Что насчет расширения? Вот оно как планировалось, так и осталось, или все же есть там какая-то динамика? В прошлом году, в сентябре месяце, им посещали все наши прорывные проекты. У нас 5 прорывных проектов, куда входит 11 подпроектов. Все 11 подпроектов были охвачены в прошлый визит. Все эти проекты он посетил в прошлом году. И в том числе был и, как вы говорите, цех по производству очистных сооружений. И один из проектов – это возможность дальнейшего открытия завода по производству очистных сооружений. Но в настоящий момент идет переоснащение оборудования.
То есть цех по производству очистных сооружений выбрал сейчас путь все-таки производства очистных сооружений, так скажем, эконом-класса, больше ориентировано на физических лиц. То есть у нас, мы все знаем, что в основном наши граждане, наше население проживает в частном секторе, и как бы экономика диктует свои требования, и они, наверное, будут производить больше очистных сооружений для именно частного сектора, ну и в том числе и для промышленного, конечно, производства, но упор будет делаться на частный сектор, на производство, так скажем, малогабаритных сооружений. Ну, по-моему, самое перспективное сегодня направление. Ну да, и глава уделяет заказчиков этому. искать-то это долго, Особое внимание уделяет экологии и глава нашего региона, потому что мы все должны понимать, что отсутствие очистных сооружений приведет к экологической катастрофе, поэтому это важное направление для нас. Ну, пока как цех данный инвестпроект, он функционирует, работа будет. Обратно к событиям 2024 года, завод по производству бытовой химии. Это производственная площадка, промышленная площадка, которая находится в Карабулаке. Там Назаров присутствовал на закладке камня. Есть там какие-нибудь сдвиги за год? Да, в прошлом году он посетил промплощадку в городе Карабулак, и там у нас состоялась закладка 2 камней, в том числе и был завод по производству бытовой химии. Сегодня идет строительство данного завода. Уже возведены фундаменты, возводятся стены. И я так полагаю, к 2027 году мы уже будем видеть результат всей этой работы. То есть там работа продвигается. Были вопросы по ремонту коммуникаций в целом на промплощадке, которая тоже немного сдерживала строительство тех или иных объектов. Вопрос решен. Коммуникация приведена в порядок, работа продолжается, строительство идет, и есть как бы план-график у каждого предприятия по строительству того или иного инвестиционного объекта. И мы, как Министерство экономического развития, отслеживаем, идет ли строительство с отставанием, либо с опережением графика. Еще один из прорывных инвестпроектов крупных – это промышленные объекты, где будет производиться сжиженный газ. То есть здесь тоже присутствовал федеральный замминистра. Да, также в прошлом Отметил году уникальность этого проекта, да, что нет аналогов больше на на Северном Кавказе. Нет аналогов, да. Да. Оно на самом деле востребовано, тем более с учетом постоянного роста на топливо. То есть производство сжиженного газа, оно очень востребованное, рентабельное производство. Там тоже инвесторам проводятся земляные работы, подведен газ к земельному участку, и завершена стадия разработки проектно-сметной документации. И сейчас, я так уже полагаю, на стадии завершения получения госэкспертизы по данному объекту. То есть уже после получения госэкспертизы у инвестора не развязываются руки, и тут он уже начинает более тщательно подходить, более грамотно подходить к своей работе, имея на руках и заключение госэкспертизы, и проектно-сметную документацию. Объект специфический, поэтому были сложности именно тоже по получению и по формированию проектно-сметной документации и получению госэкспертизы. Ну, Как я уже работа идет, сказал, динамика есть. Работа идет, и я думаю, в дальнейшем проект будет реализован. Исрапил Мусаевич, в рамках рабочего визита Сергей Назаров провел встречу с бизнес-сообществом. И, естественно, как сельскохозяйственному региону, этому сектору было отведено, естественно, отдельное внимание. Какие вопросы озвучивали предприниматели и прозвучали ли способы системного решения от федерального центра? Да, рабочая встреча с бизнес-сообществом прошла все-таки так в оживленной беседе. Вопросы были интересные, актуальные для нашего региона. Не совсем согласен, что мы больше сельхозрегион, аграрный регион, потому что, да, были и вопросы, конечно, от наших крестьянско-фермерских хозяйств, от личных подсобных хозяйств, от фермеров.
Но также вопросы были от субъектов малого и среднего предпринимательства, от наших инвесторов. Вопросы касались в основном возможности участия в тех или иных программах наших сельхозтоваропроизводителей, есть ли поддержка по той или иной ситуации. В основном вопросы от сельскохозяйственного нашего сектора экономики касались возможной поддержки. Один из вопросов был, есть ли такая возможность помочь с финансированием для создания овощехранилища единого для всех наших крестьянско-фермерских хозяйств, потому что само по себе одно крестьянско-фермерское хозяйство не может вытянуть весь тот объем, который необходим для овощехранилища. Ну, тут и как в качестве предложения поступило вернуться к уже проверенному старому методу, это создание коопераций. То есть, когда они могут скооперироваться и создать одну единую базу новое, для хорошо хранения. забытое старое, да? Как говорится, Да. все новое, хорошо забыто старое. Назаров отметил хорошую рентабельность КФХ и ЛПХ бизнеса Ингушетии. Насколько мне известно, предложил пути решения определенных проблем в этой сфере, получается, путем субсидирования по линии Минэкономики. О каких программах шла речь? Данная встреча проходила в том числе и с участием федеральных органов исполнительной власти, которые у нас были подключены к данному мероприятию посредством видеоконференц-связи. И многие вопросы тут же переадресовывались в то или иное федеральное ведомство, на которое они давали развернутый ответ. Очень хорошая задумка была, да, там вот то, что Да. все профильные федеральные И школа органы, 21, IT-академия видеосвязь. была как площадка выбрана не случайно. Это один из прорывных проектов, который также был успешно реализован в нашем регионе. И сегодня в том числе один из вопросов был возможность, то есть сегодня вся работа, все-таки она больше уже стала связана с технологиями. То есть сегодня роботы заменяют людей. И один из вопросов будет ли в дальнейшем какая-то поддержка для крестьянско-фермерских хозяйств, тогда как идет замещение роботами, да, сегодня людей, будет ли возможность дальнейшего обучения, да, работников этих хозяйств, чтобы они правильно и грамотно могли вести свой бизнес. И также в качестве одного из ответов Сергей Назаров озвучил, что вот у вас есть прекрасная IT-академия, которая и может способствовать тому, чтобы проводить обучение именно в сфере цифровизации, автоматизации всех этих процессов. Вопросы были, как я уже говорил, они были живые, они были естественные, и общение было живое и очень активно приняли участие наши бизнесмены в данном мероприятии. Также очень оживленная дискуссия возникла вокруг туризма Ингушетии. Конкретно авторы турпроектов интересовались продвижением этого сектора региональной экономики. Вопрос субсидирования строительства мест размещения. То есть, получается, он же до сих пор остается актуальным. Его там поднимали. Вопрос был в том, что ранее действовало постановление правительства Российской Федерации 141, которое предусматривало собой выделение кредитных средств под минимальный процент. Там были определенные условия, то есть стоимость объекта должна быть свыше определенной суммы и численность номерного фонда должна превышать. Пока действие данного постановления правительства оно приостановлено, но Сергей Макарович заверил, что в будущем они действительно будут ставить вопрос о том, что этот механизм был очень эффективным и что нужно будет, так скажем, продлевать действие данного постановления. Будем ждать выхода в свет нового постановления правительства Российской Федерации, которым будет предусмотрено льготное кредитование именно в сфере туризма, для расширения объектов и инфраструктуры, касаемой гостиничного бизнеса. Ну и в завершение, какие итоги вы бы могли подвести касаемо визита замминистра экономического развития Сергея Назарова? Ну, это еще раз говорит о том, что федеральный центр уделяет внимание нашему региону, то есть это не была поверхностной повестка,
эта поездка была именно помочь региону, услышать проблему региона, выработать какой-то механизм, в том числе и на расширенном совещании, которое прошло уже в администрации главы и правительства Республики Ингушетия, обсуждался вопрос, в том числе и платежной дисциплины за потребляемые услуги, в том числе и по водоснабжению. Ну, это тоже был один из ключевых вопросов визита, да? Это был один из вопросов. И встреча с жителями, которая прошла в Каншо-Далаково, также была направлена на то, чтобы пообщаться с населением, узнать, какие проблемы. Это была уже завершающая сессия. Это завершающая, да, сессия этого его рабочего дня. Какие проблемы у населения, почему низкая собираемость за потребляемые водоснабжения. Дело в том, что в прошлом году он также посещал эти два населенных пункта, и населением определенные как бы свои неудобства, которые способствуют низкой платежной дисциплине, они там высказывали. И за этот год это все со стороны органов власти республики максимально было устранено, то есть было создано рабочее место в населенном пункте, куда мог прийти житель села, оплатить свои текущие платежи, свою задолженность. Была проведена реконструкция труб в сельских поселениях, когда в прошлом году жители жаловались на то, что у них низкое качество питьевой воды. Но все мы сегодня понимаем, что если нет собираемости за потребленные услуги, за потребленную воду, то, соответственно, да, сегодня единый оператор не может качественно проводить в том объеме, в котором необходим ремонт этих водопроводных сетей. То есть получается замкнутый цикл. Закономерно. Да, если органы власти со своей стороны осуществляют ремонт труб, осуществляет, вводят дополнительные скважины, то, соответственно, население должно понимать и производить оплату. Напомню, у нас в гостях был Исрапил Гиреев, министр экономического развития Республики Ингушетия. Спасибо вам за визит. Спасибо. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить свои вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Ади Калашт Мяшталчу.